Бачите ви, на граслі спадається жарточки ночные. Пошел отсюль! Пошукай забулися, горлов, коли ти такий спритний! З радістю пошукав би, тьотушка, але ж я не тутейший. Я купець з Повета, заблукаю мої сухої нитки, рява! А як же ви? Сюди, крабі, кайо колбур і чугунна огородча! А я й не ведаю! Ехали вместе, видать, по болоте, не провалилися, не вибралися, равно там нечто! Боже, Боже, Боже! Мати Господи! Гэта ви, напевно, з Волокової прорви приїхали. Гэта тільки там, няма огородчі. Ваш щастя, лова, вырятовала вас царица небесная. Вы, пан купец, повинны поставить свечку за то, что так легко обошлось. Кидайте в окна, сушитесь. У пана есть что крануть сухого? Дякую вам. Великий дякую. А вот и я для дома покойка, это недалеко по коридору, а зараз, може, пан хоче вечерять, но то нехай почекає. Ведаете, вёска рано кладется спать, а у нас не любят спать. У нас кладутся як мага позднее. И господыня, я любить людей, які не вартые доверу. Я, хіба господині не ви? Я ахмістриня. Я ахмістриня у лепших з лепших домов. У добрий самі, зразумейте, гэта пан купец. У лепших з найлепших сім'яў. Так. Гэта нават лепей, чым быць гаспадыні у не самай лепшай сям'і. Пробачьте. Что же это за семья, что за дом? Где я? Вы в маёнтку болотной ярины. А господаров вам соромно не ведать. Это Яновские. Яновские, не ушел и не чув. Что вы? Это ночу. Яновские? Я ехал в самых глухих куток губернии на наемную воску. Экспедиция моя подгрузила до конца. Улов мой был мизерный, особливо мало зловлення стародомних легенд. Для меня в той час значно больше важливым было зрозуміти, хто я, яким богам повинен молиться. Я тоді шукав свій народ і починав розуміти, що він тут побач. Тільки за 2 століття наші інтелігенції добре вивели це розуміння. А мою працю я вибрав собі незвичайно. Свет – это народ. В той час якраз проходив довгий і болючий процес вимирання нашої шляхи. Тому я повинен розказати вам історію пророка Яновських і його занепаду. И ніяка книга не дасть вам такого, что на властную больше вашей дня. Я господиня болотных ярин. Пробачьте, я не представился. Надея Яновская. Я ще раз прошу пробачення. Я зовсім не купець. Сам того не жадаю, що подманив вашу оркестрину. Я ведаю. Тут над дзвярыма высока. Ёсць непрыкметныя ваўчкі, каб глядзець і слухаць. Калі до нас прыязджае хтосьці, я адразу бачу кожны раз. Ціха. Толькі вельмі рэдка да нас прыязджаюць людзі. Ну не такі, як іншыя. Я вас бачила недзе раней. Где? Не ведаю. Я многих людей бачу.
Мне здається, я вас бачила у сні. Часто. Не у сне. А вам не здавалося відчувати таке, якби це ви жили колись давно, а зараз ви відкриваєте і знаходите знову многое з того, що бачили. Давно-давно. Але хто ви? Я не ведаю вас. Меня зовут Андрей Белорецкий. Я ученый этнограф. Вельми приємно. А чим ви зацікавлені? Піснями, природами? Легенды, господа. Старыми мясцовыми легендами. И вы так само! Что вы меня мучите? Да что вы меня не мучите? Пані, пробачте, коли ласка, пробачте. Глядите, ось посвящений скажению. Листер губернатор, я ніколи не обманку. Пробачте, коли вас чимось болюче закранув. Нічого, як це так? Я просто ненавиджу ті темні створення дикунського розуму. Може, ви колись зрозумієте, що це таке? А я зрозуміла давно. Послухайте, я розумію, я одразу вам чомусь зробився неприємним. Мені здається, я ляп спаю. Пані Ахмістрия! Пані Ахмістрия! Стойте! Вы меня опять не покрутите, коли поедете зараз. И до того, что я попросила вас застаться. Тут, в этой доме. Хоть бы на 2-3 дня. До того часу, покуль скончится темная ночь и осень. А після буде сніг і сліди на ній. Ні, ви вдома робіть, як хочете, але мені було неприємно, як про опошню з Яновських сказали, що я забула стародавню гостинність. Я повинна вам сказати, ви приїхали у заповедный край. Тут привиды у зданий больше, чем живых людей. Вам селяне расскажут демосны и жахливые истории. А вечером вы приходите сюда, тут вас завсёды будет чекать стол, ложка, огонь и камин. Сгода. Згодом. Я подпорядковуюсь ожиданию політики. А пан Белорецкий ще не хочет спать? Нет. Этот дивный вечер так настроил меня, что спать мне расхотелось. Воды. Скажите, а гэта вялікія гарады? Вільня і Мінск. Довольно великие. І що тут паўсюль жывуць так, як у нас? Там людзі таксама нядобра ночі. Нет. Там всю ночь красят тары. Звенят конки. Смеются люди. Ось бачите, а тут не водно крапу. Неужели вы никогда не покидали этот дом? Я весь день была. А кроме гэтага старого парка, які раскінуўся вакол замка на 2 вёрсты. Замак так давно побудованы, я вельмі холодный. Тут на 50 покоев были 3 человека. Ахмістрыня, Игнас Герман. Это управляющий дальнейшей библиотеки. А что это требует? Я не верю. А я таки забыл. Она у есть других поверх, я одна. Верните. Так мне культурно, что
хочется затиснуться кудись у путь. Запутаться с головой мудрой птичонку и чудесно. Зараз хочу постелить дома. Так спокойно. Так не было уже 2 года, як помер мой батька. Ён был вельмі адукаваны чалавек. Сам вучыў мяне нейкі. Я ведаю, якія ёсць на свеце краіны. І скажыце, ці паўсюль чалавеку так сіра і холодна жыць на зямлі? Многим холодно жить на земле, пані Надія. Виноваты в этом люди, які прагнуць улады, непасільны, немагчымы для чалавека. Виноваты таксама і грошы, з якіх людзі грызуць адзін аднаго за год. Я здогадалась. Скажите, а вось такія рэчы, як каханне, сяброўства, там бываюць хоць часам? Ці гэта ўсё толькі ў кнігах? Там яно часам бывае. Если я кажу, не может быть, как люди Руси. Але тут ничего какая-то нема. Тут пацуки с пылающими машинами. Тут пахнет зимой. Няўжо ваши бацька і маці никакая? У нас отдыхают. Этот дом всякого с людей житём. И кто вам сказал, что у меня была мать? Я ей не памятаю. Я ей не памятаю никто вроде. Мне сейчас сдается, что я явилась на свет сама. Вы помиляетесь, пані Надія. Каханне даецца нам, хоць зрэдку на гэтай зямлі. Я не верю! Я ніколи не адчувала гэтага, значить, яго няма. Люди забиваюць не сябе, а іншых. Яны выпусцілі на зямлю 1000 прывідаў, 1000 зданий. Люди так огонь кажу до гранации. Я хочу сховаться от кожного. Люди, яны кусаются. Пацуки не могут. Я можно какая-то наверное, смерть. Ось она там, за дверима. Дикое полювання короля Стаха. Жахливый край, жахливые ночи, жахливые люди. Пробачте, правда, говорить. А калі вы цікавіцеся старымі паданнямі, пашукайце у бібліятэцы, у шафе для рукапісаў. Наш управляючы дапаможа вам знайсці рукапісны том паданняў. Наших семейных поданий. Добрый день. Добрый день, пан Герман. Ігнась Герман Гацевич, управляючи, я ведаю, Андрей Белорецкий. Пробачте, вирішив задовольнити свой, так би мовити, апетит. Коли ласка, ешьте. Ну что вы? Вы не зауважали вас, пан, якое гэта неприемное видовище, коли человек харчуется? Во всех людей так выразно проявляется подобенство до якого-нибудь звера. Не, пане Добродею, я ніколи не ем на людях. Чим я могу допомогти пану? Мяне цікавіць рукапісны том паданняў. Сямейных паданняў роду Яновскіх. Разумею, але... З дазволу пані Яновскай. Разумею.
Чому пан цікавиться гэтым? Я лучу этнограф. Ну, тады, вядома. Року 1601 не было спокою на гэтай зямлі, у іншых мясцінах также спокою не было. Не. Вам тяжко будет читать такое. Давайте я вам лепш перескажу з местовой легенды. Цікаво. Цікаво. У тыя часы бунтовали не только хлопцы. Бунтовала старожитная белорусская шляхта. Тут, в околице болотных ялин, было особливо неспокойно. Стахорст, родовитый белорусский шляхтец, молодых, славолюбивый человек, поставил перед собой мэту добиться самостойности. Учив новокольный молодого Стаха называли королем. И только Роман Яновский, моцный магнат, уладар болотных ялин, не выказывал особливого захопления к королю Стаха. Зайздрасть примусила Романа решиться на наступное. И он запросил короля на полювання. Запевнив Стаху своей повазе и отданности, нават облавзавости. Нават смешал в кубку свою ягоную кров, якую пасля выпили ободва. Король Стах поверил, и ополночи яны поехали на полювання. Творилась такая, что весь месяц висел, и скакали по болотах синьян, и растлали они вогнище весь заповедный. Войско ты, пан Роман, взял свой ход, и, подошедший до короля Стаха со спины, опустив этой корт вострием на потылицу короля Стаха, той клюнул носом, пошел, взял голову, поглядел Роману в очи, намагающийся устать, крикнул: «Ты ж побратим, мой братья, что ты зробил? На что ты продал свой народ, отступник? Роман другий раз дорогу начал!» И тут упал, а лишь жалостным от слабости голосом сказал: «Проклен мой на тебе и на твой черный род. Мы еще съявимся на тебе и на детей твоих, и на нащадков твоих, я и мое полювання. До 20-го колена будем мы помнить безликостно, чуешь? До 20-го колена! И кожное с колен твоих будет держать больше болючих жахлива, чем я за разлянов твоих. А после служки Романа перебили весь отряд короля Стаха, приторочили трупы до властных коней и настебали их. И кони помчали как раз до волотовой прорвы, не разбираючи дороги летели в ночь. И слабым месяцем заклявы долгие грибы, из этого жахливого статка доносился голос короля Стаха. «Дьяволу отдаю душу свою, он не помогает! Бог, тримайся, Роман Яновский, мы прискачем за тебе конные! Мы отводцы!» И никто не ведал, что правда была в этих словах, что зброей для помсти и кары з'явится король Стах. Недолго зажився старый Роман Яновский, и он первый убачив тень Стаха и его полювання праз 2 тижні. Коли вертався додому про звірасові пустки, серце його не витримало. Так загинув Роман Старий. Так загинули сын Романа и сын его сына. И Якая жахливая, фантастичная легенда. Так и просится под пензель великого мастака. пробачьте, шановний етнограф, коли бы это была легенда. Вы видите, я вольнодумный человек, який живет нашим высокоодухованным веку душою. А я в дикое полювання короля Стаха я верил. И дивно было б не верить. От его загинули нащадки Романа и Амальбины род Яновских. Послухайте, я так само могу захопляться старыми легендами. Але
Так что меня примусить верить в них? Нащадки Романа загинули от полявания амаль 200 год тому. Ну, а что вы сказали, шановный этнограф, я заявил, что бачив его. Байки! Все это дурные жаки. Як вам не соромно пужать такими словами, такими расповедами жаншин? Это не байки. Это серьезно. Не учим быть героями. И я ще расскажу, боюсь я. Я зараз мало не ем с господыми за одним столом, бо на каких-то самом подібне у короля Стаха. Добре. Як же это ви бачите тільки полявання? Я был Туматовка, суседа Яновского. И вертался от него. Ночь была светловатая, тихая. А я не прошу, як я не з'явився. Що як у книзі? Так же месяц слабо святил на верос, и раптом забегали негде замуж синие болотные огни, и, долетев с того боку болота, спел кругом лет чудный стук копытов, а после з'явились тьмяные клейкие тени конников, и перед ущими скакал осветленный месяцем туманный, велистый король Стах. Голодные наимчали амаль беззвучно. Помните, эти такой страшные народы, гиганты, таких с огнем зараз узнаешь, рыгали из поветря, плащи рельсы. Плащи лейсы, а пронали только на панцирь. А який панцирь може бути на полюванні? Я ведаю. Поверьте, как я плутил, я мог бы придумать нечто более спрытное. Тоді пробачте, шановний пані, а може на вечеру у сусіда частували медом? Я не пью. И самое головное, они приезжали в ту ночь до палаца Яновских, и голос крикнул Роману 20-й колени: «Выходь!» Не веру! Не веру! Чому Роман? Потому что надея, а боже, нащадок Романа, якраз 20-е его колено, ось, родословие Яновских, так званая древоводность. Читайте. Года Стрижника. 1870 года народилась дочка моя Надея. Апошняя, 20-е наше колено, одиное мое дитя. Жорсткий лес, стымись на свой проклен. Нехай загинуть только 19 поколений. Возьми меня неколи, это потребно, але няхай выживе яна. Яна ж апошняя з роду Яновских. Уплываю на тебе. Так батька я ей писал. И он ведал и рыхтовал, забезпечив дочині годовий доход. Западя знайшов пікуна, сховав за побєдне її ім'я. Я полез до справдивості легенди. 2 года тому он сустрел короля Стафа до Болотовой прорвы, и кони дикого полювання утоптали его в болото. Якраз была осень. Раньше я боюсь этой осени. Многие из Яновских не доживали до полнолетия, прозвать не баль, у гонор дня и дня народжения. И уже больше приходило дикое полювання под мури палаца. Надиходить час помсти. Не, шановний пан, это галлюцинации. Ці може акустичний подман. Як вам не соромно? Не можете оборонить душу невинной девчину, якої крові того романа, може одна кропля. 524 288 частка крови Романа Старого тяжелее жил. Стерожите, седрых вы, а не одно. Приходять дні, а доходять дні, на світло напливає тінь. Б'ється з казков скирдяньок під суком,
б'ється і ночі, і день. Кров ад напруги з пазногцяў бяжыць, шаблю полымя мечуць паны. І упаў з каском, і паклікаў ён: дзе ж вы, другі мае? Хутка Юр'ю навчула голас яго, пазбірала свой моцны род. І пабеглі ісьмо на конях яны да далёкіх і рудных балот. Клянуся, протягуйся. Співай залі. Нет, там были тренды. Я такая счастливая, что вы тут, что есть поруч человек. Ведаете, я звычайно голосно не спеваю. Я песен добрых не ведаю, все старые, з рукописных книг собраних дедом. Там жаль. Что зробишь, ты шапку за все треба платить. А як мені хочеться часом на теплое сонце, почати сапраўдных дрэў, якія тут не растуць. А мне часом сняцца яны маладыя, вялізныя, пышныя, як зелёная волна. І горы, такие светлые, такие чистые, что дух займает, и спыняется от счастья сердце. Яны пілі адзін за аднаго, і яны ў згодзе жылі. Пакуль сонце сяла на Пане Андрей, делай! Даремно ви туди кинулись. Я ведаю, ви нікого не побачили. Бачу його тільки я, часом я ще Ахмістриня. Какой яго? Малого чоловіка болотних ялин. Это еще что такое? І от з'являється, коли у болотних ялинах хтось повинен померти наглой смертью. І он буде ходити ще год, а лето чекається свого. А к чему будет ходить себе еще 100 год, покуль вас не поховают правнуки? Не смійте жартувати. Гэта занадто серйозно. Так загинуло 8 моих предков. І гэта тільки ти, про кого записали, і завжди у записах упоминають малого чоловіка. Где Роман? Пробачьте, Криловська, але наші предки вірили і у відьмаков так само. І завжди з'являлися люди, які клялися, що бачили їх. А батька? Мой батька верил в малого человека, пока его не доконало дикое плевание. Гэтые кроки гучали в нашем палаце перед его смертью, но не кожен день. Я чула, вы разумеете. Тут вы меня не переконаете, я чула. Я чула. Добре. Хто їм такі? Це малий чоловік. Який він? Это злый дух. Болотных ялин. Я его бачила. Перед самой смертью батьки. Я прийшла до його. І він зник. Гэта сапраўды невысокі чалавек. Худы і нагадвае заморанага дзіцёнка. У яго вялікія сумныя вочы, надта доўгія рукі, ненатуральна выцягнутая голова. Где Роман?
Вы не повинны непокоиться, стань, я место в наш век. Гэта яшчэ не ўсё. У нашым палацы амаль 300 год не было блакітнай жанчыны. Сямейныя паданні казалі, што яна задаволіла прагу помсты. Але я не веру. І яна з'явілася. Яе бачыла Хмістрыня, я не бачыла, але гэта яе звычай. Спачатку паказваецца іншы. Мой род зникне на мне. В наших жилах не блакитная, а брудная кровь. А где Романа? Я клянусь вам, я разбутый у всех этой таблицы. Только не бойтесь, чуйте. Только не бойтесь. Я тут такое робится после ночи. Все ж таки, меня хочется умирать. Я так хочу солнца, інших небачених мною лугов, дитячого сміху. Я вельми хочу жить. Только гэта і дало мне магчымасць вытрымаць апошнія 2 гады. Вибачайце, пане Андрію. Треба ісці рахтуватися до села. Жихары Молотовой прорвы любили ездить на далекие балы, потому что нечасто в таких закругу бывает полнолетие одиной наследницы майора. Упершыню за апошние 10 год палац сустракаў гостей. Пани Ганна Аврамович Басяцкая, пан Циприан Роскаш Болванович, пані Агата Юрьевна Поліндиш-Хобалєва з мужем і сябром дома. Пан Колодача Козловский з племінницею. Пан Флориан Басяцкий. Паня Алиция Гайдалович-Телецкая. Прихожу
Красунечки, красунечки. Поглядя, есть паненки какие. Зарано я, братья, народился. А что вы сумные, як пацуки подшав? Нічого. Ми узвеселим. День вечер добрый, донечка. Ах, якая ты зграбная стала, а? Пригожая. Я ждать еще и Беларуси для твоих ножек. И нехай на мне на кончече до тебя смолу возить, скорее я раз в месяц не буду пить горелку на твоей веселье с твоего туфлика. Только нечто очки сумненькие. Нічого, зараз розвеселю. Олесь, ворона душа твоя темная, клади все на ножик господыни. Разгортай. Ось наш старый убор. Старый убор. Заправный. Не какая-нибудь сегодняшняя подруга. Дядечка, как это так похоже. Восьмяк будешь перепронести перед танцами. Нема чого гэтую сучасную сиротецу носить. Даремно ты, Надейка, до меня не проехала. Умолял, не сгодилась. Не сгодилась. А зараз поздно уже взрослая стала. И мне легче будет. Ну, я подъехал это опекунство. Короче, дядюшка, я же победовать, я хотела бы там тебя Ну, покинь. Сябры мы были с твоим батьком Романом. Что, Надейка, худко и замуж? Друг опекуна дала ласкавые эмоционные руки мужу. Не ведаю. Але. И не спешайся занадто. Абы человек был добрый, так, ворон? Ось яшчэ, Надейка, нарэшце, апошняе. Не павінен шэраг продкаў перарывацца. Ты сама ведаеш, бо са старажытнейшага ва ўсёй губерніі роду. Доўга я думаў ці падараваць табе гэта, але карыстацца чужым добром я не прывык. Гэта твоё. Роман стары. Вы это мне? Вам, А вы ведаете, с кем вы размовляете? с кем? С паном Богом. Конюк! И это шляпность! Как ты слышали, я наукнул коля! Так образить гостя! И что мне больше с ним не занулся! Проси пробачения у господыни зараз же. Ладно, успокойтесь. Вам Беларусь не треба. Вам ворона соромитесь. Добрый себе шляхте задымается. Не ровня с участным сморкачем. И собою боже. Только цікаво мне ведать, ты серьезный, ты человек, ты не шелыган часом. А там ну уже запрошают тебя до селена с холостую гулянку прозвонить. А может, ты разом с нами, Надей? Нет, дядюшка, дякую, я дома застанусь. Будешь ты сидишь, да. А тебе я шукаю. Хата у меня без розных, там, заморских жар, говорит, а мне говорит, политика. Ну, полохалась. Позволено, пэм. Правило я вам на воле под обоих опекунскую справоздачу оголосили я только опекун исполнится 18 год. Владимир Владимирович. Правда? Пане Андрій, я так сподобалася за вас. Не варто вам заботитися з ним вороном. Надія Романовна, ви добрий, щирий чоловік. Бачите? За правду шляхті з ним приємно. Всі тільки такі вираз. Дякую вам.
пани господи. Всем хотим! Всем хотим, Донюшка. Сейчас. Але, для розпочать опекунську справоздачу нам потрібен хто-нибудь со сторонних. А хоть бы и вы, пан Белорецкий. Вы человек молодый, жить будете долго. Можете потом засвідчити, що все тут робилося по старих звичках і сумліннях чоловічих. Перелазь. Ми оголошуємо опекунську справоздачу. За другого опекуна пан Колотеша Козловський. Сітки по довіру. Пан Олесь Воронов, пан Циприян Роскаш Болванович, ну и вы, пан Белорецкий, коли ласка, починайте. Перше. Основной капитал смешанный Романом Яновским батьком у двух банкирских конторах. Другое. Пане Яновской належит все Яновское новоколье с усей земли 5000 рублей в год. Панове! Эти гроши не затрымливаются. Вы можете меня проверить. Коли ласка, потягивайте. Третє. Тестамент для підтримання у домі порядку слугам виділяє спадщину. Яны необ'ємна частка майорату. І опошнє. Майорат, з якого ніводна реч не повинна зникнуть, буде у великій славі підтримувати гонор роду. По субституции старейшей и единой наследницей является пани Надея Яновская. Дошагались. Святые болезнички, Яновская, наездница. Королевна, соправдная королевна. Дозволь, Донечка, ножку. А там хотите помирать. Говядики! Давайте с пошатку нашу говядику. як перед погибелью. Нагрешили, прогневили Бога и еще веселятся. Клятый род. Ничего. Утка прийде дикое полявание, и на вас король став повстань. Починаються темні ночі.
начинаются темные ночи. Начинаются темные ночи. Зараз ви вірите в дике полювання короля Стаха? Зараз веру. А вы не побоялись отчинить веру таким образом? Пані Білорецький, пані Андрея так боялася за нас. Може, хтось би взяв мене тут яму. Я не разумею. Здания в этой тени. Здания не такие реальные, а люди не могли быть такими привидными. Тім все одно на кого покутись. Коли покутують на Конована, треба скупляти грехи. Вы их скупили этими 2 годами. Люди гризуться, як просушили дощці. Шляхта вмирала. А в калісті ми були моцними, як камінь. Та видите, коли розколоть камінь з того будинка, люди всі такі. Невідомо, чи він на ньому живеться, я вам стукну такий камінь, як він розвалиться. Так і буде. І нехай стукають тиші. Слушайте, може ви перебольшуєте? Своє життя, пригожость кохання. Не шкода вам этой пригожості? Ні. Тільки лише. Я на уже давно к этому звикнуть разом с этим детством. И не шкодовала никакой на себе. Десь біля того часу я зауважила, що мені робиться трошки шкода життя. І вона, напевно, не така древна штука, як я думала. Вельми добре. Вельми добре, що ви це зауважили. Ні. Это вельми древно. Ну, 100 разів можуть помирати люди вже життєм. Ранее жабу звикла стану в моей душе, а зараз он перетворяется в что-то такое, что у меня мало имени. И все потому, что я начала трошки делать люди. Я вельми вдячна вам за это. За
шаг. За ваши слезы яны заплатят мне. Заплатят дорогой ценой, я вам клянусь, Надія Романовна. Клянуся. Так, треба зараз же звернутися до Дубатовка, каб разом взяться за викриття этой поступи. Не треба. И он 300 разов доказывал свою отданность и верность нашему дому, нашему роду. Андрей Медовый, мой дядюшка. Я не ожидаю от тебя вмешиваться. Какая-то справа рода Яновских. Я сама ее вырушу. И вам, пан Белорецкий, давно хотела сказать. Вы повинны покинуть болотный ельник. Все, хватит. Покиньте этот заброшенный старый дом. Вы надо жить для этого. Вы спевали скрипки, складывали волю. Вы свои правы уступали себе. Надія Романовна, ці роки чекають, как з ваших уст долетели до меня такие жесткие слова. Чим я заслужил их? Решили. Не поздно. Все на свете поздно подходит. Идите до тых, кто жалеет придется, идите и помогайте. А вы? А дети, какие плачут, иначе пошушек копытов дикого полювання. А их батьки заполоханные, голодные, это проклятые Богом болото, не моя земля. Як ви смієте? Поздно. Мы стомились сподеваться. Неужели вы не разумеете, что мы один? Вы же сгинете в этих болотах, я не дорогу собі в этом. Надія Романовна, ваш дом моцная крепость. Вы гоните меня. Я пойду меньше надейную, але не покину вас одну. Зараз треба померти, альбо перемагчи. Померти, коли это станет. Перемагчи, коли это даюсь. Вибачайте. Як ви могли подумать, что я не хочу бачить вас в этом доме? Я спокойно с вами, вы мужный человек. Я навод добра с вами. Я просто не хочу бачить вас в этом доме. Забитым? Не хвалюйтесь, Надія Романовна. Зараз не я, а яны будуть від мене бігати, коли хоч кропля крові, есть у їхніх безплотних живих. Я згодна з вами. Людям треба допомогти. Може бути, вони тут більше варті і щастя, ніж ти на сонячних равнинах. Але я не хочу, щоб ви ризикували життям. Вам потрібна буде допомога. Один человек, кому довериться, это наш вартовник Любовь. И он правдивый человек и добрый прям лучше. Я вельми рада, что вы меня не послухали и не вирішили з'їхати. Только сторожитесь. Вы не отчиняйтесь больше никому твердо. Наши. Хіба вчорашній день, хай от дьявол приходить у сьогоднішній? У всіх нас вчорашній день на шиї висить. Але ж не приходить. А дике полювання з минулого ж у сьогодні прийшло.
Вартовник болотных ялин. Так. Послухай меня, Рыбор. Я прийшов, как спитать то рисує. Пытай. Я вирішив взятися за викриття этой справи з диким полюванням. Видиш, ніколи привидів не бачив, хочу руками помацати. Привиды. Добрые привиды, коли их не ході сапраўдным гноем свои сляды пэцкаюць. И потым навошта вам гэта падказкаваць? Якая такая причина? Причина? Что? Просто цікаво. І шкода господині. Про господыню чуў. Гэтыя рэчы мы разумеем. Бабы яны яблоки. Их усіх треба задушить, а за тих немногих, що застануться, хлопці самі передушаться. А чому ти мені не скажеш, яка дикого полювання утекав? Откуль ти ведаєш? Кожний чоловік має очі, і кожен чоловік покидає світ на землі, тільки ось шкода, що я їхні сліди завжди губляю, бо починаються і кончаються на гостинці. Я нічого не чув. І нічого не мог бачити, туман і втіло всю равну. Раптом я пошел с того боку гостинца. Ровный, дробный пошек. С туманом на меня рухалась некая темная масса. Потом спустилась в лачину, колесилился снова пошек сник. Они рухались на меня, потом спрямились, и все как же беззвучно. Я зрозумів, что я на расположен, натрапили на мой след. Я навод бачу, что мне да их было меньше за 10 метров. Я бачу, что кони ихние. Туманная пыль? Нет, кони воронога и строкатых конь. Они стояли все так же беззвучно, а континентель спевал приглушенный рок. Вот и проводырь махнул рукой, полевание стихло в тумане. И тут я потянулся за револьвером. Только тут вспомнил, что покинул его в свой покой. Ну и взял бутыль в руки, дал таких глаз белых. Утекал ты, як чоловік з розумом. Все, что тебе нужно. На людское и злочинное поливание на человека. Науку! Я тебе давно чекаю. Здавалося мне чомусь ты, что гэтай справы ты так не покинешь. А коли почнешь распытывать, то меня не обвинишь. Ну что, да поможем один одному. Я буду тут шукать на земле сирот простых людей. А ты у паперках ты сирот шляпку. Згода? Згода, Рыбор. Вельми сподіваюся на тебе. Кажешь, что коли Яновской сиротой засталась, ты ей шкодовал? Да и потом сподобалась ей на мне. Так вот что я скажу тебе, Сява. Я поверю тебе. И коли ты пришел подбить меня на это, а потом здрадить, не жить придется. Рыбор тут никого не боится, иначе тут не проживешь. Так что ведай.
отцу дикому полюванию, знать не даешь! Грех, пані, грех. Я женщина сумленна. Я за своим пришла. Ось оно, то, что мне навешать. У вас. И хотя он, Закревский, утверждает, что у него есть документы подтверждения его дворянских прав, а также то, что по субституции наследником Яновских является именно он, за длительностью и бездоказательностью процесса прав дворянства лишить. Ну и что с этим? А то и батюшка мой, что я Закревская, а это мой батька. Я ведала, я дитя к добрым людям. Сказали, что если тут повинны быть документ, дайте мне. Это ж не документ. Тут суд, отмовляя вашему батьку, навык ягоное право на шляхетство не возначает. Ну и что? А может, Яновские их подкупили? Я нет. Я добрали моего батьки документы. И тут сховали. Еще 20 год судиться будете. Бачите, что документов нема. Усё ж перерыли. Все, батюшка мой. Это вельми недобро копаться в наших чужих паперах. Все, ах, это мое. Это мои гроши. Я бы зараз ще дороженькі шинки, чогось. Скончено. Законная наследница есть. А може я помре? Я наслабаю. У її в жилах крові нема. Она кашляла. Она помре. Помре, Сабухи. Мы ее будем поминать. А я буду тут жить. Господыня! Нападло. Гляньте ж. Крумкач. Тут не падла. Тут живый человек. Тут такий человек. Подышь, якого ты не варта, ступа дурная. Пойду же ты, я ж могу жить, господыня! Молчи! Ты какого могилу здесь можешь? За гроши! Забить человека! Ты ведаешь, что такое жидешь, ты как-то проспект другого человека кажешь? А может, ты еще блокитную жанжину себе пускаешь? Травушка! У коридора окно обчиняла! Это не я. Это не я, это первое. Это управляющий, это он все. Это он мне все. Простяны выходит, все отчиняю. Я поглядела, что холодно. Я зачинила. Хватит. И она высокородная, ваша господыня, и она может вас и не прогонить. Але я обяцаю вам, когда вы сами не будете спалаться, які засмуродили, ви сядете у турму моїми клопотами. Почекайте, пані Андрій. Я випадково чула вашу розмову. Чула з самого початку. Я йшла за вами. Даруйте мне, даруйте. Как не заборона продку, с якой радостью я дала в капусте этой гнилый темный дом. И у меня одна пахута, як і свое имя. Покинула меня в этой бабе, с каменным сердцем и другой головой. Я хайно радуюсь. Мне достаточно пузо в животе совершит Женя. Я дарую тебе. С тяжкостью. А я дарую. Даруйте ви, пан Білорець. Дурним людям часом треба дарувати.
уехать отсюда. Забьют. Неотменно забьют. Нехай сами разбираются с этими агидами, с этими покупками, с этим полюванням. Я звар'ятел, коли еще хоть тыдень тут побуду. Ваня Андрей! Ваня Андрей, приходи! Было пришпилено колючкой на видном месте. Читай! Той, чому треба, згине. Ты лезный человек, что женить, сыходит с дороги. Какая тебе справа до проклятых родов. Дикое полевание проходит за полночи. Рыхтуйся. Это некие недоречные жахты. Наткнитель полевания, не тут у палаца. Ахмистрыня. Нет, Ахмистрыня это глупство. Довольно суповатая баба, але на злочинство она не здатная. Послухайте, а ці не было у вас никаких подозрений на конт вороны? Скажем так, ворона складывается до Яновской, та дає йому карбуза, і только как помсить починає викидувати жартики з диким полюванням. Ворона? Нічого не просватили. Я ще 2 роки тому при житті Романа, він пропонував підписатися на дії Романовні. Тому і на вас знується. И он может быть только выконался. Наткнитель полевания, не где тут у палаца. Ни я, ни Яновская, ни дурная Ахмистрыня. Остается только Берман. Берман, Кацепич. Он ведает историю, он мог организовать все. Скористаться выпадком, да нарыстность вороны. Нагадавши тому старую кассу про дикое полевание. А сам ошукав старые планы дома, акустичної темниці і кожную ночь пужає усіх своїх кроків. Не розумію, яка йому користь від смерті Яновської. Ну, а може гэты Берман, зусім не Берман, а невядома хто. Як він з'явився тут, де живуть його свояки, невядома. Добре. Я тим часом напишу лист в Лубянский город. Хай там высветит, что я за человек, где уже ранее. Покуль что, Бермана чапать нельзя, как мне следует перед часом. Кто б еще мог быть? Кто еще мог быть? Потім діду Послухай меня. Нам треба шукати дриганту. І увесь вектор маскарад. Дриганти – порода, яка зникла. Коли навык не зникла, кто у гэтым закупу змог бы купить такие кони? Кто богатейший в околице болота Елены? Яновская, здається. То еще. Мы перебрали все Новоколиново, тут их на кого нельзя подумать. А потом и деду Бату. Ямлю его мало, господарка и хата бедные, а ее всегда придаванные игрушки. Бо его завсюду я тут теперь в гости. А что, у вас так само были тут не про Батовка? Чому нет? Чому я повинен Дубатовку викреслювати? Що, добрий юр? Як чоловік прикинувся може? Голови не сподобався мені його на подарунок. Портрет Романа Старого, як пицем на здоров. Як он господині. Лепше сябр Романа йде в бандити. І наговорюється на них старих Дубатов. Даремно, як ви з мене зробите короля Стаха? Злочинець молодий. Йому корисна його смерть, а он всіх пошукує. Значить, що він має некое право на спадщину. Где Роман у меня вытримает, коли еще раз под дворами дома з'явится дикое полевание. Яны вольно проезжают у парк Токеля, Волковый проруб. Завтра ночью зробим там засаду. А сегодня я наведуся в гости до Дубатовка, тем более, что он меня так щиро запрошал. Нічого, шукай. Знойте. А коли зловим, зробимо їх нащадкам жебрака. Може, ми і нащадкам зробимо гаму. Я йшов краєм Волкової прорви. Раптом убачив перед собою вяліст кам'яної криші. Літери на крижі були ледь бачні. Раб Божий Роман помер тут наглой смертью. Грозные люди, помолитесь за его душу, как бы за вашу кто-то помолился. Нет, никто не помолится за твою душу, Роман Старый. Кожный плюнет на твой похилый крыш.
З'явився блудний син. Что? Захлопали черти, нам не салютовали, стреляной не поднесли, ёлку. Что вы вошли дорогу? Столичного человека не бачили, ведь видите что? Разгонным гостю, ну. Что это? Это, братья, крыстянирость, по-литовски кажется. Горят на 27 травах. А вот я тебе раз и ставным медом участвую. Другую ламинуда. Я поеду баток. Я так не могу. Что значит, не могу? Я может только цнотливая девка. Да и та худко сгожается. Много будет, пан баток, много. Много корить решетки в хате. Да и то не для кожного. Так, хлопцы, нас не поважают. А ну, падайте в ноги, битесь дурными головами по голову, гость нас крыл. А ну, опять-таки, разом! Гость як треба. Нарешті, я знайшов серед молодих справжніх шляхтиців. Яго! І тільки його я з задоволенням усягнувся приєднатства. Ну що, оженися з господами болотних ягод? Чекайте. Чому я? Я пригожая моя подопечна. Я ніколи не думав про це. Коли б навіть і думав, це справа не моя, спитали перш за все я є. Ты уникаешь серьезного отказу. Охотишься за грошима и за родовитой шонкою. Я не собираюсь жениться. И наогул решу, что размова про дівчину у холостой подпитой компании не пасует правду. Слухай, что ты тут так распинаешься? Ты у выпадку вырашил скористаться, ну, тады ухваляю. Не притягуй поваги п'яних до безвинної дівчини. Не псуй її репутації. І я з великої поваги до господара дарую тобі опошній раз на сотні. Олег Степ'яний! Я же кажу, батон когось тепер справа серйозна. Е, Поздно. Яка справа? Хто прийде до мене в гості, я буду делать, що тут можна нарватися на такое? Плевать. Я зроблю все, как мой гость пошел это живый и здоровый. Чуешь? Будешь биться со мной. Ага, ось тут і помилялися до батука. Хто перший образив, той перший в шахті, після справи до тебе дойде. Хоть забій. Лесь, не роби ганьбы, моей хате, коли ласка. Ён будет биться со мной. Понятно. Будьте мужны, это Балток зараз такі п'яний, і он не здолел тримати полгорка. Что вы, пани Глоток, я ни больше не боюсь. Будьте мужными и вы. Стреляться будем не у саді. Стреляться будем тут. Зараз у пустым покої. Кожному по 3 кулі. Згодны. У тебе. А вы не скористаете тему, а будете жертвой. Хлопцы! Это не робить гонор нам усім. І дьявол з нами. Это не робить гонору і дівчині. Починайте! За что я его забью? Какое ко мне уже будет таким святым?
справа, коли такое старається убити. Лиш возьми чоловіча шию, якою так легко перервати. Андрей! Я не хотел помирать так сам. Месяца не было видать за хвалами. Андрей! Я жахнулся, а тогда я думал, что треба идти про золотого пору. Вирішив вести на тяжкий проспах. І раптом з того боку гостинця я бачу, яку блакитну постать, яка рухалася мені назустріч. Хопить дурець! Блакитная жанчина так само нужна. Наступний раз, коли побачите, стріліть у єбок. І боїться не здання у жанчин, а боїться живих. Чому я не приїжджаю у парк тільки для Волотової прорви? А ось кому. Это не здание. Для привидов яны занадто слабые. Привид проходит по взюрям, это только проспавальную огорожу для прорвы. Яны занадто добро ведут потаемные стежки. Яны користаються дуже старожитными подковами, а прибиты яны новенькими цвіками. Их коні ходять як мягкими, спочатку левыми, а потом правыми ногами. Где ж может быть место их сбору? Зараз я это добре. Ось, гляди. Ось пуша. Коли был забит роман, следы изникли тут, коли навіться за тобой, следы изникли на гостинице. Бачишь, шляхи амальцы. Мамлика, их подожди, на институцию в обредукции, не на болоте. Я был. Гиблое место. А лет там растет травосеец. Ну, коли растет травосеец, то он завжди може поставить на куколь паскудника. Коли паскуднику над этого будет длинная потреба. Я повинен не пустить их сегодня в парк навык, коли мы знаем длиннейшую дорогу. Одному небезпечно. Так само будешь один. Один сука, 20. Не могу. Добрый день, пане Рубон. Добрый день, ясная память. Вы изнашли дикое полювання словом кабінеті у лісі на тим боку Володової прорви. Треба будем пойти. Дайте нам, мужикам, пару слів. І сьогодні ми скончимо з ним. Зараз нам тільки помирати за столом, але помирати ми не хочемо. І ви, пані, і ти, Білорецький, коли зауважите що-небудь, мовчите. Это наша справа. Мужики терпят. Мужики торгуют. Мужики у нас святые. Але сегодня мы их отпушили не только людей, там хотели хлеб есть. И Бог дозволяет на конокраду всем миром. Это все? Нет. Часто мужиков состоится тут, моя чекает на болоте. Смотрелись до помога, досылая человека, хотя берусь. Пане Андрей, я в эту ночь так перехвалювалась за вас, що спочатку зовсім не спала, а потім заснула так моцно, що нічого не чула. Не варто вам вставати вночі, пане Андрей. Коли з вами що-небудь здариться, я собі этого не приготую. Ведь самое жахливое и тихое подавание. А блакитная жанчина знов є в нас з'явилася. Пані Андрей, це ліст з губернії. Аж так припяскиваєш спати. Пані Надія, а покличте, коли ласка, пана Бермана у нижнюю залу. Берман. Пані Надія, коли ласка, кушай. Берман, Берман. Вітаю, шмат поважаний пан
Берман. Сядайте, пан Берман. Ну что вы? Сидеть в присутствии грешного пана я не могу. Я слухаю вас, пане. Слухайте, а у вас других планов дома нема? Не, там есть еще один, зроблений годов 30 тому, и там сказано, что он перемалеваны со старого, и показывают только новые перегородки, и все. Послухайте, а ці нема ніякого потаємного помешкання на другім поверсі для покою господині? Не ведаю вас, пане, не ведаю, ваша мощь. Нет, там повинен быть особистый секретный архив Яновских, але как докладно, где я не ведаю. А что вы про это ведаете? Шмат поважанный государь мой пан Белорецкий, досылаю вам звестки про человека, яким вы цікавитесь. Нигде у генеалогичных моих списках про давность роду Бермана Константина я не знайшов. Але в одним старым акте я натрапил на звестки, не позбавленные цікавости. Что вы? Вам тяжко будет читать такое. Давайте я вам лепше. Я расскажу с места. Выявляется, что в 1750 году у справе великого воєннодумця Немирика є звістки про некого Бермана Гацевича, який за ганебні учинки був вигнаний з былого королівського польського і позбавлений шляхетських правов. Со зміни влади старі вироки позбавлені чинності. І коли цей Берман является нащадком Бермана, який з'являється нащадком Яновських, По тестаменту. то він може претендувати на всю наемность, коли головная голина этого семейства сгасне. Ну что? По тестаменту рано Яновского спадщину отримливають дети Яновской. А своих муж! Кто в тебе жив? Коли не будет такие мужа, палац мой! Тут была! Гости будьте! Только одна господиня! Пани Надія Яновська! І пробачте, шлях поважаний пан Берман. Я сам на стороне! Про ваші отношения з паном Жуботовком. Я, конечно, человек. Что ты робишь? Векселі! Ви що, дали Жуботовку векселі на моєму так Яновський, який вам не належить? Я вам сподівав, що на спадщину доставляє вже, щоб не могла вийти замуж і дати потом тут уговорити назад за покрити палац. Я вступив більше договорів пакет Романа Яновського. Зараз все тут буде господаром. Я уже вы не ведали, что это злочинство! Я не ведав. Я був радий. Вы штурхнули Жуботовка на жахливое злочинство. Чим виновата бедная Ялшина, что вы пожелали позбавить ее життя? Як не хочу брати? Мені потрібен був спокій і гроші, щоб винести ідею, що я более з'явивши на світ. Ідею надзвичайної справедливості. Мені здавалося, що першою преступною могла стати перемога над господинею балатних країн. І на все одно служба прекрасно на священні на їх проклят! Чому я викликав роль Божої сили вишечного винування. Духи зла покинуть хотели силы, я стану господаром. Гнида ты! О! А я рыцарь руку. Руку теперь не хочется. Пускай тобой займается губернский суд. А вот что я силой своего мага засажу тебя в суд отдельника этого дома. Когда я смог, что ты не хит, отсос.
А что ж вы такие, хлопцы, сумные, як пацуки под шапкой? Ну, радуйтесь, ваша сила. Это все тупоток. И он спочатку не жадал забивать Яновскую. Але после того, як з'явився ти, згодився. Дочекайся, святые болезнички. Яновская это месяца королевна. Соправдная королевна. Казку про дикое плевание нагадал Тупотовку первым еще 3 года тому. Тогда он выправился на самый лепший в нашей крайней стане. Скупил всех дригантов. О! Это горе суд. Яны ляпают на голос Тупотовка, як собаки. Яны чуют з бану. Нас усе лечили временами. Мы навели жах на все новогодие. А Яновскую довели народ почти. А ну же иди разом с нами, Тонечка. Губишь ты себя шкода. И тут з'явився ти, Андрей Білорецький. А коли Григор сходився шукати разом з тобою поїзд, тоді ми зрозуміли, мабуть, вельми треба. Я тоді прийшли, побачив, як Тупоток спалохався. Треба, каже, кричати. І не тілі багаття, ні. Тілі власне шкоди. І ми з'явилися до палаца. Подаруй мне, дочечка, на расцветание опошний танец. А там хоть помирать, эй, лебедики! Давайте спочатку нашего ветрику! А кто это кричал так? Ты и я могу так кричать. Ой, мне это помогает Бог. Тримайся, Роман Яновский. Мы присягнем на тебе годные. Мы отомстим. Страшное, жахливое тебе полювання було розбите руками звичайних мужиков. У перший ж день, коли вони поднатужились і поверили, что и супроть здания можно повстать с вилами в руках. Тут так прихоже, так і жахливо, так романтично. Сюди, літості ви рицарі, я давно чекаю вас. Тут пацуки забивають нещасних охрян. Где Романовна? Где вы? Что с вами? Прячь отсюда, на король ставлю, я кажу, прячь. Надя Романовна, Крыловская, успокойтесь. Все будет добро. Светло для вас на земле. Тут так жахливо, так холодно, так змрошно. Я не жадаю помирать. Надея. Любая. Коханая Надея. Яснейшую короля Стака. Чуешь? Больше никто, ни горе не порушит твой добрый, ласкавый спокой. Больше никто и не горе. Моцный, великий мой владыка, милый, понятный, забери меня отсюда. Я не могу больше. Забери. Гляди. Гляди, любовь на свет. Гляди, какое небо. Синего неба. И облаки. Плывут те корабли. И несут наши души над землей.